Добрый день. Я врач-репродуктолог клиники репродуктивного здоровья ЭКО, город Самара, Россия, Заруднева Александра Геннадьевна. И сегодня мы хотели поговорить о таком феномене, как женщина 38+. Кто это может быть? Ну, это может быть совершенно разные женщины. Это может быть уже бабушка, и в то же время это может быть женщина, которая только планирует беременность. Ну, совершенно разные бывают ситуации. Как правило, на приеме ко мне приходят женщины, которые, уже достигнув определенного возраста, добились определенных вершин в этой жизни. То есть они имеют хорошее образование, эти женщины имеют хорошую работу, достаток, какой-то статус уже в жизни к 38 годам и старше. И у многих из этих женщин, к сожалению, не сложилось с рождением детей. Когда они учились, строили карьеру, ну, либо не встретили на тот момент того мужчину, с которым бы они хотели планировать эту беременность. И я сегодня хочу в первом блоке немножечко рассказать о том, кто все-таки приходит ко мне как к репродуктологу и с какими моментами обращаются именно ко мне. Ко мне может прийти женщина, которая планирует беременность или хочет подготовиться к беременности, которой там чуть-чуть за 38 лет. Мы говорим сегодня именно об этой категории женщин. Так вот, с чем могут приходить эти женщины? Они могут планировать беременность месяц, 2, 3 или 4, и у них ничего не получается, они приходят и пытаются в этом вопросе разобраться. А иногда бывает такое, что женщина уже в этом возрасте достаточно длительный период времени планирует беременность, и 5, и 10, и 15 даже лет, и при этом она не получает результата. Не всегда женщина может прибегнуть сразу к каким-то серьезным обследованиям или уже выбору какой-то методики лечения. Вот, значит, с чего мы вообще в принципе должны начинать и с работы с этими женщинами? В первую очередь, конечно, мы расспрашиваем у этих пациенток, как они живут, чем они живут, есть ли у них какие-то хронические заболевания, есть ли у них какие-то гормональные нарушения. Оцениваем питание этой женщины, есть ли или нет избыточный вес у этой пациентки, какой образ жизни она ведет, есть ли физическая активность, нет, с чем связана ее работа, присутствуют ли в ее работе хронические стрессы. Обязательно у такой пациентки нужно понять, есть ли недостаток каких-то витаминов, микроэлементов. Ну, это нужно для того, чтобы создать максимально благоприятные условия для планирования беременности. Обязательно обращаем внимание на интоксикации, но это как минимум курение, потому что, к сожалению, большое количество пациенток в настоящее время курит. Так вот, еще, если мы выявили какие-то проблемы по этим вопросам, то есть, допустим, есть у женщины гормональные нарушения, ну, конечно же, мы должны их подкорректировать. Ну, как минимум, щитовидную железу нужно оценить и подкорректировать, если есть там отклонения. Если есть изменения по мужским гормонам, желательно корректировать женщину. Далее, какие еще? Если есть какие-то хронические заболевания, обязательно перед беременностью мы все должны ввести в ремиссию. Мы должны получить, ну, идеальное, даже максимально идеальное состояние этой женщины для того, чтобы планировать беременность естественным путем, либо же прибегать уже к программе ЭКО. Корректируем питание, корректируем образ жизни, корректируем витаминные недостаточности, если они есть. Обязательно, если есть избыточный вес, в идеале нужно снизить этот вес. Далее, какие моменты? Стресс.
Мы все живем в хроническом стрессе, никуда мы от этого не денемся, но максимально скорректировать ситуацию необходимо, потому что если голова женщины занята работой, какими-то проблемами в семье, там, я не знаю, проблемами с начальником, ни о какой беременности здесь речи не идет. А в ситуации, когда еще и наслаивается длительное отсутствие беременности на те стрессы ежедневные, которые мы получаем в обычной жизни или на работе, это еще больше усугубляет ситуацию, и иногда женщине нужно будет прибегнуть к помощи психолога. То есть эти все моменты мы обязательно должны учесть. И еще очень важный момент для врача-репродуктолога – это оценить авариальный резерв женщины. Все спрашивают обычно, что же это такое авариальный резерв, как с ним быть, на что обращать внимание. Авариальный резерв – это тот запас яйцеклеток, который у нас есть. Мы его и в молодом возрасте, и в более старшем возрасте должны оценивать. Что мы смотрим для того, чтобы понять, все ли хорошо у нас с авариальным резервом? Обязательно оцениваем по УЗИ количество фолликулов, яичников. В норме их должно быть более 5 в каждом яичнике. Оцениваем гормональный профиль, такой гормон, как антимюллеров гормон. Обязательно оцениваем гормоны ФСГ, ЛГ. Это гормоны, которые у нас способствуют росту фолликула. Обязательно смотрим на возраст женщины. Чем старше женщина, тем больше мы можем видеть вот в этих показателях проблем. И почему так важен вот этот авариальный резерв? Он важен потому, что в зависимости от того, каков резерв, нормальный или сниженный у женщины, мы выбираем тактику ведения этих пациентов, что мы будем предлагать. То есть 38 лет и старше у нас нет времени глобально, нет 2, 3, 4, 5 или 10 лет для того, чтобы мы могли там подкорректировать процессы. Мы должны выбрать правильно и максимально эффективную процедуру или схему лечения, или схему подготовки к беременности для того, чтобы получить у женщины беременность и получить здорового ребенка. Поэтому если у женщины в 38 лет и чуть старше, до 40 лет, нормальный авариальный резерв, достаточное количество фолликулов, хорошие показатели по гормонам, тогда мы можем дообследовать ее, подготовить и дать возможность какой-то короткий срок, но это максимум 6-9 месяцев для того, чтобы она пробовала получать беременность естественным путем. Если же резерв у женщины сниженный, то в этом случае чаще всего речь идет о проведении программы ЭКО, потому что программа ЭКО, она у нас является максимально эффективной программой в любом возрасте. И не всегда нужно иметь четкие и строгие показания к проведению программы ЭКО, чтобы сделать ее. Потому что бывают совокупности определенных проблем, которые заставляют нас сделать эту процедуру, чтобы повысить шанс наступления беременности у женщины, чтобы быстрее получить у нее долгожданную беременность. Вот сейчас мы поговорили в общих моментах о авариальном резерве и о том, кто такая все-таки женщина 38+. В следующем ролике я вам расскажу о том, как мы выбираем, какую программу ЭКО или же самостоятельную беременность мы рекомендуем в зависимости от того, каковы показатели будут гормонов. Слушаем дальше, смотрим дальше, все будет чуть ниже.